Если на ближайшем заседании сессии парламента не будет принят закон о декларировании доходов и имущества и имущественных отношений госслужащими и депутатами, то активисты движения за 20-ю статью Конвенции ООН начнут митинговать. Так они решили на собрании. Если этот закон не будет принят на ближайшей сессии, мы соберемся на митинг. Подписи мы собирать умеем. Мы пойдем, надо будет, на референдум пойдем. И торпедируем всех тех людей, которые говорят о том, что они не понимают, что такое госслужащие, и не понимают, чем же важен этот закон. По мнению Астамура Какалия, депутаты намеренно затягивают принятие закона, меняют формулировки и пускают пыль в глаза избирателям, чтобы усложнить процесс. По его словам, невооруженным глазом видно, что ситуация вокруг законопроекта создается умышленно. Вот эта бюрократическая тягомотина. Мы не можем понять то, мы не можем понять это. Законопроект назывался «Закон о декларировании публичными служащими и депутатами». Было изменено название закона. Закон о декларировании госслужащих и депутатов. Для того, чтобы увязать этот закон с законом о госслужбе и отсрочить его вступление в силу. Какалия уверен, что депутаты лукавят и тогда, когда речь идет о законе о госслужбе. Так они утверждают, что сложность возникает в определении понятия «должностное лицо». Астамур Какалия на встрече активистов продемонстрировал, что на самом деле это нетрудно. Должностное лицо – это лицо, принимающее финансовые решения, осуществляющее контрольно-надзорные функции, и лицо, принимающее кадровые решения. Если и после этой подсказки нам скажут, а мы не можем понять, кто такое должностное лицо, надо посоветовать прочитать наш многострадальный, собственно, закон о декларировании, в котором на первой странице определено понятие должностного лица. В Кодексе об административно-правовых нарушениях также определено понятие «должностное лицо». В Трудовом кодексе красной нитью проходит это понятие через все наше законодательство. Активист движения за 20-ю статью Конвенции ООН Нугзар Агрба напомнил, что законопроект о декларировании был внесен в парламент самим президентом. Закон о декларировании, законопроект о госзакупках был в 2018 году внесен ныне действующим президентом Асланом Георгиевичем. Это его проект. Но, как говорит Астамур Какалия, депутаты, не проголосовавшие за законопроект, пошли на поводу представителей администрации президента. Он убежден, что парламентарии, не принимая закон о декларировании, заигрывают с исполнительной властью, а это противоречит самой сути парламента как законодательного органа власти. Депутат от нашего района Ахра Абухба в интервью говорит, что я обратил внимание на совет представителя президента в парламенте и поэтому не проголосовал за вступление закона в силу. Но у меня такой призыв. Ахра, уважаемый, вы не депутат, избранный администрацией президента, а депутат, избранный от Маяка. Маякцы все как один хотят, чтобы вы нажали кнопку за вступление закона в силу. Я удивлен позицией Ливона Галустяна, уважаемого. Он прекрасно знает, что такое должностное лицо. И он также говорит, что я послушал совет представителя президента и не проголосовал. Если для вас главное не наказ избирателя, а совет от администрации президента, то тогда пускай администрация президента принимает законы. Зачем нам депутаты, которые слушают не нас, а администрацию президента? Пока закон о декларировании не будет принят, говорит Астамур Какалия, о справедливости в государстве можно даже не мечтать, как и о демократии и прогрессе, политическом или социальном. В государстве, где госслужащие не отчитываются о происхождении своих средств, можно вообще никаких законов не принимать. Никаких вообще. Они не имеют смысла. В государстве, где чиновник нанимается по прихоти начальника, как короли, графы назначают маркизов, я не знаю, куда-то друг друга и так далее, там,
Не имеет значения вообще какие-либо законы. Это просто макулатура без этих тем. Коррупция, с которой призван бороться закон о декларировании, проникла во все сферы жизни, говорят выступающие, и стала обыденностью. Взяточничество настолько вошло в обиход, что не всегда даже воспринимается как преступление. Ситуацию необходимо исправлять, и только закон сможет этим справиться. Коррупция сегодня в нашей стране, она с садиков даже начиная и выше, везде присутствует эта коррупция. Сегодня наш закон, который, допустим, даже элементарно, 12 тысяч штраф, и вот потребление в нетрезвом виде. Это совершенно нужно самый жесточайший закон. Ну почему так это делается? Для того, чтобы народ, это мое сугубое мнение, чтобы народ сегодня думал, ау, авария, туда бежал, ау, там еще что-то произошло, разбой, туда бежал. И всех это устраивает. И наш гуманный суд отпускает их постоянно. Причина в чем? В нас самих, не в суде. Потому что мы все годами, десятилетиями молчим, сидим. Коррупция спровоцировала глубокое расслоение общества, утверждают активисты. Разделение на бедных и богатых становится все более очевидным и впоследствии приведет к социальному взрыву. Принятие закона о декларировании сможет, во-первых, снять это напряжение, а во-вторых, остановит процесс обогащения чиновников за счет народа. Ситуация движет к тому, что мы получим очень большую головную боль, которая отразится на каждой семье. Только незрячий не увидит то, что происходит у нас в стране. Поляризация капиталов, где кто-то, как говорится, взорвался так, что выше некуда. Люди, которые по дну, как говорится, ходят. Яркий пример такого расслоения общества привел еще один активист, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Роин Джагмази. У меня работает друг в службе безопасности на Красной Поляне. Он мне говорит: Роин, у вас абхазы делятся на 3 категории. Платина, золотая карта и серебряная карта. VIP. Короче, они приходят, гуляют, отдыхают. В общем, заказывают себе все, что возможно. А сегодня мой брат, который без ноги, без руки, без глаза, который некоторые умирают у себя в доме, жены не могут приходить, потому что и также многие уже умерли. Исправить ситуацию будет сложно, говорят активисты, но она еще не безнадежна. Народ не так глуп, как пытаются это преподнести, убежден Астамур Какалия. И все, кто пытается объявить 20-ю статью Конвенции ООН чуждым для абхазской ментальности понятием, просто пытаются сохранить ситуацию в выгодном для себя положении. Нам прививается комплекс такой умственной неполноценности нашими политиками и политологами разными. Дескать, мы такой народ, у нас такая ментальность. Что с нашей ментальностью? Абхазская ментальность не мешает абхазскому чиновнику завести Мерседес и уехать. Продукты питания не мешают употреблять чужие? Не мешает. Одежду, лекарства. Лечатся по коронавирусу же не по своим, а по мировым стандартам. Вот так же по мировым стандартам надо лечить эту болезнь. И прекратить пытаться делать из собственного народа неполноценных умственно. Дескать, они такие, вот, как Герлышевцев. Это неправда. У нас очень талантливый, даровитый народ. Активист Наира Амалея призывает депутатов, саботирующих принятие закона о декларировании, покинуть свои кресла, а остальных проголосовать «за», несмотря на многочисленные «но», которыми сопровождается каждое обсуждение этого проекта. Все депутаты, которые не проголосовали в парламенте, я считаю, они должны уйти, сложить свои полномочия. А другие депутаты, которые играют с нами, то, что делалось на площади, какие у нас столкновения были, какие у нас были разборки, мы все это скрыли от народа. У нас есть записи даже вспыльчивых депутатов. Давайте прекратим вот это вот балаган, который вы в парламенте устроили, и просто примите закон. Там ничего не нужно, нужно только нажать кнопочку. Общественный деятель Юрий Квициния затронул тему партийной системы в связи с проблемой принятия закона о декларировании. По его мнению, сегодня депутаты не несут ответственности ни перед кем за свои действия. А были бы партии, которые их выдвигают в парламент, то с них было бы больше спроса. Если бы наш парламент был бы партийный, мы бы знали, кто тормозит там. А сегодня попробуйте узнать, по фамилиям там где-то, вместе с тем, человек сегодня депутат, а завтра его нет. Поэтому, а партия остается, когда партия этим занимается. Партия или теряет в народе доверие,
или будет дальше работать. И поэтому партийная система всегда действенна. Активисты движения за 20-ю статью Конвенции ООН напомнили об акции протеста 2020 года и заявили о готовности голодать, а может быть еще и более серьезно протестовать, если на ближайшем заседании парламента закон не будет принят. Марьяна Котова, Сосрыкова Гухава, Абаза ТВ.